Наш герой, несмотря на возраст, статный мужчина, лидер с рождения. Свою трудовую деятельность он начал с детских довоенных лет в качестве пахаря. И кем только не пришлось ему работать: и учеником, и трактористом, и бригадиром, и механиком. После окончания Глазовского сельскохозяйственного техникума его стали выдвигать на руководящие должности районного уровня. Работал там, куда направлял комсомол, а затем партия, хотя его мечта была стать учителем. Это Шерстобитов Василий Григорьевич, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, ветеран труда и почетный гражданин Вовожского района. Василий Григорьевич, где и когда вы родились? Родился я в деревне Орловка, тылу Пельгинского сельского совета. В то время единоличные хозяйства были, только коллективизация начиналась. Вот. Значит, крестился я в тылу Пельге. Значит, учиться начал тоже в тылу Пельге. Вот сейчас у нас в деревню приедешь, посмотришь, молодежи и ребятишек почти нет, молодых, да. А у нас тогда по деревне переполненные были. Вот мы, например, вот в 5 классе нас было 9 человек из нашей деревни Пельгов. Правда, к 7 классу я остался один. Вообще в классе? В классе? Да. Или именно Орловских один? Из Орловских? Значит, в шестом классе, это аккуратно начало войны, значит, и аккурат, значит, начали убывать. Значит, Уезжать начали из деревни, да? Нет, тогда еще не уезжали, но от школы стали перестали ходить. Да. Понятно. Да, мы двое остались до 7 класса. Товарищ у меня умер, значит, с парень легких схватил. Я остался один. А в это время отца взяли уже на фронт. 13 марта 1942 года он ушел. Значит, остались мы в каком состоянии? Значит, ни куска хлеба, ни ведра картофеля, значит, ну ничего. И коровы у нас не было, значит, молока, значит, тоже не было. Вот. Мать говорит, бросай учиться. Надо, у меня еще были, значит, брат и 2 сестры, младше меня. Ну, мать есть мать, значит, послушался. А в школе-то я учился без 4. Значит, да. На одни 5. Да. И вдруг однажды приходит директор школы, Демид, фамилию я точно не помню сейчас. Значит, уговаривает мать, чтобы она отпустила меня кончать 7 класс. Мать заплакала. Куда же я его отпущу, если у меня нету даже куска хлеба ему с собой взять, когда идет на уроки. Значит, и директриса вместе с ней плакала. Значит, потом сказала, ладно, я устрою, значит, не дам с голоду умереть. И действительно, значит, она в то время селян не обеспечили ни карточками, ничем. Как хочешь, так и выживай. А я потом, она пришла и сказала, вот тебе хлебная карточка, выкупай муку, пеките хлеб, значит, и будешь кончать 7 класс. Мама говорит, но все равно, значит, ему уже не догнать отстало товарищей. А директор сказала, догонит. Значит, и, в общем, кроме рисования, значит, 4 у меня больше не было. Вот по рисованию было 4. Вот. Нас она не бросила. Значит, говорит, слушай,
можно закиснуть совсем, значит. Поступай в педучилище Можгинское. Из скольки человек состояла ваша семья? Семья у нас состояла из 5 человек. Значит, родители и нас трое. Вы были самый старший? Нет, это мы потом уже трое это были. А вначале у нас было 4. 2 брата и 2 сестры. Значит, а состав семьи, значит, и что такое в то время, значит, это было единоличное крестьянское хозяйство. Отец категорически отказывался вступать в колхоз. Потому что купили лошадь, значит, и захотел жить своим хозяйством. Жалко ему было, да? Да, жалко было. Лошадь. А колхоз уже был, но не все еще вступили. Значит, но тут опять отступление маленького в сторону должно быть, никуда не денешься. Значит, председатель колхоза был, значит, опытный, пожилой мужчина. Значит, его окрутили 2 вдовушки. Значит, в колхозе они украли лошадь, и его посадили. Значит, и вот после этого пришли члены колхоза, отца уговорили. Значит, он вступил в колхоз, а его сразу председателем поставили. Понятно. Вы оказались председательский сын. Да. А мама кем работала? В поле ходила. В поле? Разнорабочей была, да? Да. Вам, наверное, тоже приходилось помогать родителям в Да. колхозе? Так, и о школе вы говорите. А в школу все вы ходили? Вся семья? В смысле, все дети? Всем. Всем довелось учиться? Да. Но мне хотелось, конечно, на год раньше пойти. Но надо... Они работали в колхозе. Это сейчас и детский садик, и значит, ясли, все есть. А тогда ничего этого не было. Вы водились? Да, мне приходилось оставили водиться. Бабушек, дедушек не было у вас, да? Были, но у нас, у дедушки было 9 человек детей. Поэтому им приходилось делиться. На всех не хватало, да? На всех не хватало. А в школу вы пошли в какую? В Тылу-Пельгу. Ага. Много километров ходили до 3. школы? 3 километра. 3 километра. С 1 класса и до конца, до 7 все. А помните учительницу свою первую вы? Не учительница, а учитель. Учитель был, да? Петр Григорьевич Колзин. Из Кочергурта был. Тыловыльская фамилия Колзины. Да. Тамошняя фамилия. Немножко глухой был еще. Учиться нравилось вам? Нравился. Первую половину года я учился трудновато. Помощи ниоткуда получить не было. Значит, а потом включился, и со 2 полугодия у меня уже пошло. А вот учебники вам в школе давали или сами покупали? Или вообще не было? Учебники давали. Давали в школе, да? Да. И тетради тоже, да? Но обязательно было его сдать потом. Тетради тоже вам давали, да? Тетради давали, карандаш давали. Значит. Перьями писали или карандашом? Карандашом все-таки больше, да? Карандашом до того времени, когда надо стало писать прописью. Вот это тоже. А какие вам предметы в школе больше всего нравились, вот когда маленький был? Наверное, все же литература. Да? Да. Ага. Читать хорошо научились вы, да? Первый раз около Нового года чтение проверяли у нас. Значит, с нашей же деревни девушка была 28 слов в минуту. Я ее обогнал, у меня 31 слово. Это хорошо было. Видите, какие факты вы даже помните. А вы ходили в школу каждый день, да? Каждый день. Туда и обратно. Интерната не было, да? Но вот до школы мне трудно пришлось. Значит, они пойдут, мы в конце деревни жили, ребята пошли.
Вася, пошли в школу. Я зареву, меня не отпускают. Дома будешь учиться. Отец грамотный, он поможет. Я как учился? В подполье мать спуститься, там картошку перебирать, или овощи, или чего. И значит, отец выписывал рабочую газету. Это единственная, значит, газета на всю деревню, наверное, была, значит, именно крестьянского направления. И, значит, она спустится, а в это время мне обязательно надо вот эту букву узнать, какая она. Значит, мам, это «ы». Она оттуда отвечает «ы». Вот с этого надо было начинать. Значит. И так вы буквы все выпытали у мамы, да, Да, получается? да. В общем, я в первый класс пошел уже, литературу маленько знал. Расскажите еще в школу, вот вы ходили, какая на вас одежда была? Хорошие лапти. Лапти, да. Да. Я считаю, что... Обувь, лапти, а вот одежда какая? Одежда была... Ну, вообще полушубок был, но это, значит, дубленка, но не такая, которая вот в универмаге немножко. А портфеля тоже, наверное, не было, сумки? Какой? Чернильницу с собой носили? Да. Не наливайка была. Да, ну, не Не проливайка. проливайка, Да. не проливайка. А из чего что чернила еще? делали? Что? Чернила из чего делали? Значит, в школе, ну, у нас в связи с тем, что преподаватель там мужчина был, так он доставал нам чернила. Понятно. Сейчас вот мы видели у Лужбина в музее чернильный порошок, есть у него еще ручки эти. А кроме чернил, не проливайки, вы что еще носили в школу из принадлежностей школьных? Резинка, карандаш. То есть у вас резинка тоже была, да? Да. И сколько лет вы там учились? Начальная школа тогда была? 3-4 года? 7 лет. Нет, когда начала, вот там была начальная, а потом к окончанию 7 лет было, так 7 лет к окончанию. А помните вы, что вот после школы вы чем занимались? Может быть, там работали, может, какие-то, ну, кружки, секции, наверное, раньше не было, да, ведь? Работать ходили, наверное, помогали? Значит, после 4 класса я работал в колхозе, летом пахал на лошади. Во время каникул? Во время каникул, да. Значит, норма была, вспахать надо было, значит, 0,4 значит, гектара, значит, для детей, а для взрослых 0,7 надо было. На ком пахали, на лошади? На лошади. На лошади. На лошади. Не давали поиграть даже, купаться даже, спрашивали председателя, что можно ли мы сбегаем, покупаемся. Вот. Ну, летом вы работали, поиграть даже времени не было. А зимой-то, наверное, ведь играли какие-то игры, все-таки были у детей? Ну, лапта, так она и летом, и зимой она для нас была. Значит, или вы зимой особо не выходили? Нет, Холодно было, да? День короток, холодно. Зимы холодные были, да, ведь в то время? Домой придешь, родители говорят, вот это надо делать, вот это надо делать. Помните ли вы первый день войны? Да. Это было, значит, я не знаю, в это время 22 июня было или не 22 июня, значит, недалеко от нашего колхоза, от нашей деревни, Петровская деревня была. Значит, летом летел самолет наш и вынужден был упасть. Значит, но он вообще-то не разбился, но мы вот все эти ребятишки собрались и бегали на этот самолет смотреть. А потом мы уже узнали, что это первый день войны был. Значит, Он с какой-то целью, наверное, прилетал или просто облетал? Неисправный оказался. Понятно. А Но потом... над республикой летел, да? Да. Вот и сел. Вот. А потом второй прилетел самолет, они подремонтировались и улетели.
Значит, Ну, вам как-то сообщили потом, что вот народу-то, что вот война пришла? да, да. Значит, вообще-то тогда в основном это все на председателе был колхоза Мгм. А в возлагалось. это время все еще ваш отец был Да, председателем да, колхоза, да? да. Собрали, наверное, народ. Или что там, через громкоговоритель, как вот вы узнали? Ни радио, ни телефона, Тогда не было, да? ничего не было. Мгм. Ничего. Наверное, папа, как председатель, всех Да, собрал да, и рассказал, да? Кстати, еще характер особый. Значит, председатель колхоза и счетовод колхоза. Два молчуна. Ну, все. Так колхозники говорили, если, говорит, никто из колхозников за день не зайдет в контору и ничего не спросит, они говорит, друг другу даже ни одного слова не скажут. Потому что Ну, по характеру такой такие были, характер. да. Да. А папу забрали на фронт? Да, вот 13 марта 42 года отправили мы его. И все, уже 14-го меня мать не отпустила в школу учиться уже. А вообще помните, как вот односельчан по одному забирали или как-то вот массово уходили? Вот эти проводы какие-то были, помните, как уходили? Ну, у нас деревня-то деревня небольшая, но вот эти были, значит, призывники, значит, их сразу всех они служили уже вот, действительную, домой пришли, значит, кто-то пожениться поспел даже в это время и все. А потом все пачкой Всех мужчин собрали, да? забрали. Это вот Собрали, молодых, здоровых. Значит, вот таких-то, как мой отец, их уж позднее по одному, по два, значит. А из женщин никого не забирали, да, медсестрами или... У меня двоюродная сестра, значит, вот ее одну в деревню у нас брали. Одна. Она была медсестрой, да? Нет, она была с автоматом ходила. А вообще еще из родственников у вас забрали кого-то вот в первую очередь, вот молодых, в первые дни? Нет, у меня тут нет фотокарточки. Значит, вот моего двоюродного брата Ивана Осиповича, ну, Шерсовитого тоже, его сейчас сын живет в Дане-Кизнерском районе. Да, тут эти издания видят, они часто приезжают ко мне оттуда. Вот. Его, значит, его и его дядю, то есть у дедушки было, я говорю, уже 9 человек детей. Так вот, младший дядя для этого являлся бы, значит, их сразу дядю с племянником. Забрали сразу же? Да, сразу. А потом вот, когда ваш отец ушел на фронт, он на каком фронте воевал? Получали вы от него какие-то весточки? Он в Белоруссии был. В Белоруссии? Да. То есть это как бы достаточно Так. близко. И письма вы получали от него, да? Да. Кстати, у него было 3-летнее образование. Церковно-приходскую школу он кончал в свое время. Так, я удивлялся, письмо придет, значит, я все искал, где ошибка, в чем есть. Ни одной ошибки не Вы, наверное, всей семьей читали эти письма, да? Да, да. Мама грамотная у вас была? Ну, вот так же, как отец. Понятно. А расскажите нам еще, как жизнь деревенских детей изменилась во время войны? Вот. Раз мужчины все ушли на фронт. Да. Ну, чего? Как вы спрашивали, насчет играть, не играть, значит, серьезными стали. Сразу все стали взрослыми. Потому что надо было и колхозу помогать, и маме помогать, да? Ведь? Да. В колхозе как вы помогали колхозу, что делали? Так только на нас ведь выезжали. Значит, во-первых,
в колхозе сразу начали забирать лошадей. Хороших лошадей забрали, Да, так? забрали, да. Мгм. Быков оставили пока. Мгм. Вот, нас обучили на быках работать, и вот мы с ними, бедными, мучились. Они в реку нас затаскивали, и всего бывало. Они были неуправляемы, да? Неуправляемые. Мгм. А вы помните первого человека, погибшего из вашей деревни? Вот похоронка пришла или как? Нет, не Не помню. помните? Вообще Нет. помните, как похоронки в деревню приносили? Почтальон Да, свой у вас был да, в деревне? свой. Свой? Ну, она была вот для Тыловыла, Берлуда и Горловки. Мгм. Для трех населенных пунктов. Мгм. И как эти письма приходили, тоже помните, да, вот похоронные? Да. Всяким было, значит. Во-первых, значит, первый раненый пришел, Мальцев у нас фамилия была, раненый в левую или в правую руку, значит, гармонист, значит, Мгм. вот. Ну, что, председателя надо кого-то, а мужиков больше нет. Женщины проголосовали за него. Его поставили Его председателем? поставили. Он и гармонь играл, он и за женщинами ухаживал. Все хватало. А вы в это время учились в школе? В школе. В школе учились. То есть вот пока война шла, вы все 7 классов закончили в школе? Да, я говорю, как директриса нас устроила. Значит, меня педучилище, она помогла поступить. Ну, она сказала, вы не будете экзамены сдавать, у вас 4 нету. Ну, я на месяц позднее поступил от других. Это уже какой год был? Война шла вовсю уже? Война, да. Всю война шла. Педучилище это уже не тут было, значит, а 10-я школа около базы хлебопродуктов, То там есть вы туда? около кладбища. Мгм. Вот. Значит, Педучилище даже не закрывалось во время войны, нет, да? да. Учили детей. А педучилище было пулеметное училище. Мгм. Тут же, да? Ну, да. И пулеметное, и Через педучилище. весь город мы завтра обедать бегали по рельсам. Помните ли вы, были ли дезертиры? Помню, во время? один дезертир был. Мгм. Расскажите Да. о нем. Он был жителем вашей деревни? Нет, соседний. Мгм. Вот я говорю, все, в лес потом пробрался. Но один раз он сбежал, его арестовали, повезли в Большую Учу, тогда Большеучинский район был. Мгм. Большую Учу повезли, он дорогой снова сбежал. Значит, вот второй раз его поймали уже окончательно. Мы уж больше его не видали. Пока вы учились в училище, значит, все шла война. А вот вы помните, понятно, что там все и училище тоже на войну как Да, бы работало, да. да, и кадры готовили, не переставая для школы, это с такими традициями училища. А вы помните, как вы встретили День Победы, вот вообще вот этот день? Как узнали? Это ведь не выходной был, не праздничный еще, как бы вот. Я в это время был секретарем комсомольской организации МТС. А вы уже работали в МТС? Да, я уже работал. Мгм. в этом. Мгм. А как вы узнали? Нас собрали в райкоме партии, в райкоме комсомола вместе. А, и там объявили, да? Да. Ага. И потом вы дальше понесли весть. Да. Но Вообще- в этом отношении у меня жизнь моя сложная была дальше. Мгм. А вообще вот этот сам день радостный был? Да. Радостный? Кто плакал, кто Какой-то- смеялся. Да. Мгм. Понятно. Так, а вот дальше вы как сложилась ваша судьба? Что вы дальше стали делать? Вот закончилась Послевоенные война. годы, Папа да. ваш пришел с войны? Закончил 7 класс с помощью этой директрисы. Значит, педучилище я не пришел. 2 месяца поучился. От отца пришло письмо с фронта. Бросай училище. Приду, значит, после войны, тогда будешь учиться.
Значит, ну и вот снова остался в этом деревне, в колхозе. Вот после 7 класса меня поставили бухгалтером колхоза. Значит, вот. Тогда особенность какая была, значит, в колхозах. Вам, наверное, рассказывали, не рассказывали. Значит, вот как мощь у нас тут есть. Значит, наш район, Большевичинский, был закреплен на заготовку леса как мощь. Значит, вот у нас, вот, например, мать моя и я взрослыми считались. Там еще трое были невзрослых. Значит, если в хозяйстве, значит, 2 человека взрослых, то один должен поехать работать на заготовку. На заготовку леса, да. Значит, ну, с тем, что меня оставили бухгалтером, значит, мать у меня отправили в лес. Надо, утром встанешь, надо, значит, завтрак приготовить. Значит, школу помочь ребятишкам идти. И бежать на работу. И опять на работу. Да, было так. Месяц отработаешь в лесу, значит, можно приехать на, по-моему, на 3 дня нам давали в баню домой съездить. Вот, мать приехала, и я говорю, ты давай оставайся, я поеду. Значит, я бросил эту бухгалтерию, поехал. Значит. Получается, что вот у вас с самого детства работа-то была связана, вот, может быть, не с тем, что вы хотели, а с тем, что надо было. Да, ведь? да. А вот о чем вы мечтали? Вообще о какой-то профессии в детстве вы мечтали? Да. Кем вы вот хотели в детстве работать? В связи с тем, раз хотел кончить педучилище, мне хотелось быть таким, как Петр Григорьевич, учитель в первом классе был. Строгий был. Пример для вас. Справедливый. Значит, но мы его слушались и любили. И я всегда считал для себя примером его. То есть вы хотели, мечтали о работе учителя? Да. А вам все время приходилось работать туда, где отправляют? Да. Ну, отработал я месяц. Приехал. Это было 1 апреля. Значит, слышу, там стучат под окном. Тетя Катя, что? Васю в контору. Значит, мать говорит, вот. И в баню не сходил, и одежду не прожарили. Значит, и, значит, вот доработали бы эти 3 дня, и от вас бы отступились. А я пошел, куда деваться там. Прихожу, сидит незнакомый мужчина, солидный, значит, и говорит, вот, точно я угадал. Что? Значит, слушай, а когда бухгалтером-то был, он приезжал, а это был начальник политотдела МТС. В то время в районом командовал не секретарь райкома, не председатель исполкома, а политотдел. Значит, слушай, говорит, он тогда присматривался, когда он тогда меня видал. Значит, слушай, говорит, пойдешь к нам работать? Куда? В МТС. Да что вы, куда я пойду? Мне же справку председатель не даст для паспорта. Председатель сидит, говорит, не дам. Он, во-первых, бросил бухгалтерию, убежал, а во-вторых, пусть работает в колхозе. Кузнецов фамилия была, начальника политотдела. Кузнецов говорит, ну это мы посмотрим. Потом мне говорит, пойдешь учетчиком в тракторную бригаду. А я говорю, я это не представляю, что такое. Научим. Значит, и вот через дней, по-моему, через 10 вызвали меня снова и явиться на курсы. 10 дней курсы и сделали из меня
учетчика тракторной бригады. Лето я учетчиком поработал в тракторной бригаде, и получили мы хлеба с матерью 24 пуда. Вот. 6 центнеров. Надолго То есть хватило, 4 центнера, 6 надо. Да. Значит, ну, мать после этого говорит, давай еще в училище забывай. Раз тут начал, так вот. Ну, пошел, а тогда курсы организовали на колесные тракторы. Я пошел, значит, был на этих курсах, потом на ремонт, и сделали из меня уже настоящего тракториста. 7 лет работал трактористом. Значит, вот после 7 лет работы трактористом, значит, направили меня на курсы бригадиров тракторных бригад Можгу. Значит, лето поработал, снова на курсы, на механика учиться в Можгу тоже. Вот, ну вот ваши способности заметились, Ну да. И поэтому вот, вас и выдвигали. вот. Вам уже в итоге не удалось педучилище закончить, да? Нет. Че, отец пришел с фронта, правда, здоровый, ничего, значит, в тюрьму попал. Его снова поставили председателем колхоза. Он отпирался, не хотел, значит, ну, избрали колхозники. Так вот, поэтому, значит, мать говорит, давай, ты не надейся на отца больше, давай. Сам продвигайся. Да. И вот пришлось, значит, потом, когда на курсе механиков 1,5 года учился, потом механиком работал. Ну, а в это время приехали, значит, с промышленности инженеры с Воткинска, с Ижевска, поднимать сельское хозяйство, которые не знали, что такое земля, только фамилии, правда, у них были громкие. По 5 они сразу, по 5 окладов подъемных получали, они приехали. Значит, а нас уже, тех механиков, которые до них работали, сдвинули после этого. Мы оказались малограмотными. Вот. Моего товарища отправили в Чистополь учиться грамоту поднимать, в Татарию. Значит, он не поспел приехать еще, меня в Глазов. Я Глазовский техникум. Там, да, техникум. Сельскохозяйственный, да ведь? Вот Глазовский техникум я с красным кончил. Вот. И потом вы уже пошли, вы все уже в простых рабочих больше потом не ходили. Да. Вас уже потом выдвигали на руководящие должности, да? ведь? Да. Как вы узнали? Потом-то я уже немножко чуть-чуть о вас знаю. Да. Так что вот так ваша жизнь пошла не совсем. Значит, после техникума, значит, Меркушев был министр сельского хозяйства, вызвал меня и сказал, пойдешь в Липельгу главным инженером. Как я пойду главным инженером? Там все с высшим образованием. Я приду со средним образованием. С какой совестью я буду руководить? И будут ли они мне подчиняться? Ну, поможем. Ну, в общем, изнасиловали на Липельгу. И отправили туда, да? Да. Ну, вы много лет в Липельге работали, да ведь? Долго. Ангелину Григорьевну вы там же встретили? 13 лет я в Липельге. Да. Ангелина-то у меня уже была. Была в это время да. уже, да? А она откуда у вас была? Из Бемыжа. Ну, тоже с нашего района? Нет, Бемыж не наш район. Кизнерского района. Кизнерский, Бемыж. И вот я учился-то как, значит, Нина была, значит, дочь, значит, она с ребенком осталась, а я вот очно 2 года так. Да. Василий Григорьевич, Да. слова напутствия молодому поколению. Скажите, пожалуйста, что бы вы им пожелать хотели?
Да много бы я пожелал, но мне не могут сказать, что вы свое сделали. Нет, все-таки пожелаете. Спасибо вам за это. Значит. Что вам нравится, может, вы скажите в нынешней молодежи, что не нравится? Мне не нравится то, что молодежь в город уходит. Вот что не нравится. Значит, да. Хотя у меня, значит, внук, значит, в Ижевске, значит, 2 внука в Воткинске, значит, и внук со внучкой в Крыму. Значит, они считают, что зря я это все годы потратил. Зря считают, да? Мы вот так не считаем. Но они, наверное, просто молодые еще, поэтому так считают. Да, молодые. А правнуки у вас есть? Есть. Вы богатый дедушка, да? Да. Но есть еще внучка одна, значит, она учительница в школе там в Крыму. Значит, вот 7-й год она, по-моему, в этом году, значит, она уже почетный, значит, и вот где-то это может не совсем до записи крымского. Ничего страшного. Значит, звонит ночью. Дедушка, поздравь меня. С чем тебя поздравить-то? Со студенткой 35-летнего возраста. Что такого? Да. Дедушка, да, на самое-самое высшее образование буду сейчас учиться. За счет бюджета, за счет государства. Оказывается, на весь Крым дали 15 квот. Значит, ну, а там она у меня бойкая такая, значит, авторитетная вообще-то в школе. Ее уже уважали, ее надо кого поставить. Конечно, надо Кулик, фамилия-то Кулик у них. Вот. Это дочка Нины. Так вот, не знаю, как будет. Ничего, выучится. Значит, вашу мечту в жизнь воплотила ваша внучка, да, ведь стала учителем? Я так и сказал. Значит, единственное, кому я завидую, Надюшка, это я тебе завидую тебе.